Дедлифт. Сразу обозначение. Линия действия силы – это вектор, по которой ходит штанга. Ось вращения – это тазобедренный сустав. Краснопунктирная линия – это расстояние от оси вращения до линии действия силы, то есть плечо силы. Если рассматривать только тазобедренный сустав, для преодоления силы и разгибания в тазобедренном суставе у нас есть такая система тяжей, как мышцы. А теперь более детально про мышцы, разгибающие тазобедренный сустав. Первый разгибатель, который мы рассмотрим, это большая ягодичная мышца, которая крепится у нас к подвздошному гребню, крестцу и копчику. Нижними пучками большая ягодичная у нас прикрепляется к латеральной части бедра и к подвздошно-большеберцовому тракту. Далее в группу разгибателей бедра у нас входят мышцы задней поверхности бедра, а именно длинная головка бицепса бедра, которая верхней частью крепится у нас к седалищному бугру, а нижней частью к малоберцовой кости. И полусухожильная мышца, которая верхней частью крепится у нас к седалищному бугру, а нижней частью к медиальной части большеберцовой кости. Именно данные мышцы разгибателя бедра помогают нам разгибать тазобедренный сустав при закрытой кинетической цепи или при открытой кинетической цепи. Но мы должны помнить, что помимо сагитальной плоскости, в которой у нас работают мышцы разгибателя бедра, у нас есть и фронтальная, и горизонтальная плоскость. И анатомия тазобедренного сустава не ограничивается только сагитальной плоскостью, сгибанием и разгибанием в тазобедренном суставе. Шарнирная анатомия тазобедренного сустава позволяет нам задействовать и горизонтальную, и фронтальную плоскости, задействуя все многообразие направления мышечных волокон.